Золотой самолет Рахмона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему власти до сих пор не комментируют эту покупку, хотя они уже все знают. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. Самолет Boeing 787-8, который, как ранее сообщалось, Таджикистан закупил в Мексике за $92 миллиона. 15 мая утром прилетел в Таджикистан. Власти до сих пор не комментируют покупку и использование этого самолета. По данным портала, который показывает движение самолета в режиме реального времени, самолет с кодом EY001 вылетел из Сан-Бернардино, город на юго-западе США, штат Калифорния, и приземлился в международном аэропорту Душанбе в 7:36 утра 15 мая. Кроме того, 14 мая Боб Аллен, официальный представитель компании Nomadic Aviation Group, которая занимается инспекцией, покраской и арендой самолетов, опубликовал в своем твиттер несколько фотографий салона и внешнего вида самолета, отметив под фото, что после покраски и нанесения символики Таджикистана самолет вылетел в эту страну. Самолет, на котором раньше были флаг и герб Мексики, был покрашен в Сан-Бернардино. О том, что самолет может быть бортом номер 1 Таджикистана, свидетельствуют герб и флаг. Только главный самолет страны может иметь на своем борту национальную символику. Между тем, таджикские власти не комментируют покупку этого самолета. Пресс-секретарь президента Таджикистана Абдулфатох Шарифзада в беседе по поводу подтверждения факта прибытия в Душанбе спецсамолета лишь коротко сказал: «У меня нет информации». Также не увенчались успехом попытки найти дополнительную информацию о закупке и доставке самолета в Душанбе в Агентстве гражданской авиации и Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана. Таким образом, неизвестно, был ли этот самолет приобретен частной компанией или правительством страны. Эмомали Рахмон летает в свои поездки самолетом авиакомпании Самон Эйр. А как вы думаете, это будет самолет для личных нужд президента, и это закуплено на какие деньги? А о том, что правительство Таджикистана купило президентский Boeing 787 20 апреля, сообщил президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор. Он отметил, что средства от продажи будут использованы для строительства 2 больниц в Мексике. Обрадор объявил, что Boeing 787 использовался его предшественником Энрике Пенья Ньето. Эксперты говорят, что самолет относится к классу люкс и считается самым экономичным и современным из всех, которыми пользуются главы государств мира. Самолет Boeing 787 был приобретен за $218,7 миллионов правительством Фелипе Кальдерона в ноябре 2012 года. В 2016 году правительство Пеньи Ньето объявило населению о прибытии президентского самолета Хосе Мария Морелес и Павон, заменившего предыдущий самолет, который находился в эксплуатации 28 лет. Boeing 787 с 2020 года хранился в ангаре, поскольку президент Лопес Обрадор отказался использовать его для своих частных поездок по стране, вместо этого совершая перелеты на коммерческих линиях. По сообщениям СМИ, продать президентский лайнер, предусмотренный для перевозки только 80 человек, оказалось не так просто. Для того, чтобы переделать его в типичный пассажирский самолет, который перевозил бы до 300 пассажиров, нужны большие средства. В 2019 году президент Мексики пытался продать лайнер США за $130 миллионов, но покупателя так и не нашли. За обслуживание самолета в США пришлось заплатить около $1,5 миллиона. Власти Мексики даже хотели разыграть президентский самолет в лотерее, но настолько никто не хотел его покупать. А как вы относитесь к такой ситуации? И зачем Эмомали Рахмону такой роскошный самолет? Хвастаться перед другими лидерами стран, что у них такого нет. И это одна из самых беднейших стран Центральной Азии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.